На этом месте в сквере недалеко от центральной мечети поселка Сарабус будет установлен памятник жертвам депортации крымских татар. Вскоре здесь начнется расчистка территории. Место выбрано неспроста. Более 10 лет назад в этом сквере был установлен закладной камень под будущий памятник. Уташ, утап, 12 yıl. 10 yıllarda buna koyulgan edi. 18 mayda her vakit toplaşıp, dualar okup, sonra camiye kırıp, camilerde dualar okup, evet, bu bizim tarihimiz. К идее установить полноценный памятник вернулись в этом году благодаря инициативе местных активистов. Здесь станция Острякова. В то время она называлась Сарабус, узловая станция. Все те, кого депортировали с Западного Крыма, ждали на этой станции поезда на север. И вот на всех важных пунктах следования поездов по Крыму, это Сюрень, это элеваторная нынешняя, есть памятники, есть какие-то камни, а у нас здесь нет ничего. Проект будущего памятника уже готов. Его автором стал известный скульптор и художник Айдер Алиев. Памятник высотой около 3,5 метров будет изготовлен из ингерманского камня. Попросили, чтобы изображения человека не было. С одной стороны, это как бы сковывало вначале, а потом открыло такие возможности пластического маневра. Вот. То есть другим языком сказать о трагедии, как стелла памяти. Вот. Я ее так называю. Как вспышка памяти, потому что прошло уже 80 лет. Все детали, конечно, стерлись в сознании. Многих людей уже нет, но память, она остается. Инициативу установки памятника поддержали местные власти, которые возьмут на себя часть работ. И со стороны муниципалитета будет проведено благоустройство, ну и непосредственно активное участие в строительстве и установке этого монумента. Памятник в поселке Сарабус планируют открыть уже в мае этого года, к 80-летию со дня депортации крымских татар.